Всем привет, меня зовут Алена, мне 26 лет, у меня умерла мама. Меня зовут Настя, мне 23 года, и я потеряла своего отца. Меня зовут Марьяна, мне 35 лет. Несколько лет назад я потеряла близкого человека. Это мама моего бывшего мужа. Получается, это случилось, когда мне было 8 лет, это было в 2002 году. У меня есть младший брат, ему 4 года было, когда мамы не стало. Но это все произошло очень неожиданно для всех нас, потому что у меня мама была здоровая, ей было буквально 28 лет. Я вообще помню отчетливо накануне того дня, как ее не стало. Смотрели «Фабрику звезд», первую часть, жестко отчетливо помню, эти группы «Корни» и так далее. Мама жестко любила одну певицу. И вот, получается, в тот вечер ушла, ее выгнали, ту участницу из «Фабрики звезд». Я что-то мне даже жестко запомнила, что мама там грустила, то, что ее выгнали и так далее, вот ее любимую. Утром мама говорит, что у нее голова болит. Моя бабушка является фельдшером, но они живут не очень далеко от нас. Соответственно, произошло то, что у нее очень сильно заболела голова, не могла подняться с кровати, очень сильно болит голова, и она умоляла меня вызвать нашу бабушку, по телефону. Ну и я позвонила бабушке. Бабушка с дедушкой, как смогли, быстро пришли. Потом еще мне сказали позвонить главному врачу, да, тоже недалеко от нас жила. Она тоже пришла. Ее пытались, мою маму, спасти. Я не понимала, что происходит, мой брат тоже. Бабушка тоже плакала, там ничего не понятно было. Ее сразу через несколько часов не стало, моей мамы. То есть сказали то, что у нее лопнул сосуд. Я помню, как она, ей было плохо, она плакала, тоже кричала и так далее, из-за того, что, непонятно, что происходит. Я, была таким ребенком, стесняющимся своих слез. Я, когда ее не стало, пошла в свою комнату и спряталась за шторы, Я не подошла к своей маме, потому что я не понимала, что происходит, спряталась за шторы и такая плакала, пытались меня остановить, но потом пришли бабушка с дедушкой, и с дедушкой мы с братиком пошли к ним домой. Помню, как дедушка начинает звонить людям, что нашей мамы не стало. Это все отчетливо стоит. Самое страшное тоже то, что мой брат все четко тоже помнит, что вообще произошло. Он младше меня на 4 года, ему 4 годика было. Получается, она родилась в сентябре, ее не стало 7 декабря. Буквально через пару месяцев ее не стало после дня рождения. Я помню, как у нее классно прошел день рождения, ей подарили много таких каких-то классных сумок и так далее, колец и так далее. И получается... Очень помню, что ее зимой хоронили, поэтому в очень красивой шубе ее похоронили и так далее. Я помню, как ее... Но у нее, конечно, из-за того, что лопнули сосуды, у нее лицо, конечно, было очень, ужасным, получается. Потому что, сосуды уже видны были, да, как оно все произошло и так далее. Вообще, из-за чего не стало матери, да, тоже хочется сказать, чтобы, в будущем у других людей тоже такого не было. У нас был отец, соответственно, мы жили вчетвером. Вчетвером жили, отец выпивал, с моей мамой они со школьной скамьи вместе встречались, потом поженились, я родилась и так далее. И, соответственно, отец, когда выпивал, он избивал всячески мою мать. Даже когда не выпивал, он мог быть агрессивным, получается. И даже мне рассказывают одноклассники моей мамы и так далее, то, что моя мама была очень активным человеком, у нее очень много друзей было, она вообще притягивала к себе. Душа компании вообще очень-очень. С ней мы с братиком не сравнимся. Даже у нее в окружении очень много друзей и парней было, и они даже ее от ее мужа тирана не могли защитить. Там огромные мужики прям были такие, но они боялись его, потому что он настолько авторитетом был, видимо, в то время, что они не могли ее защитить каким-то образом. Идут по улице, да, сейчас такое встретишь, там же люди защитят, а там в деревне, с пацанами шли, и он пришел и потащил за волосы, грубо говоря. Типа, в таком формате, то есть человек и не уходил от него, да, получается, моя мама от него. Избил, получается, и из-за его какого-то избиения, и, к сожалению, у нее травма, видимо, внутричерепная возникла, что у нее такая аневризма произошла, и какой-то день ее не стало. Но мне рассказывают, что она планировала уехать именно после Нового года, как Новый год пройдет, уехать в Омск. Моя бабушка из Омска, поэтому она должна была уехать к моей прабабушке в Омск с моим братом.
но вот судьба сложилась, что ее не стало. Мгм. Я потеряла своего отца. Это произошло где-то 7-8 лет назад. Ам, Это произошло очень неожиданно. Это произошло в мае, когда уже закончились уроки, у меня начались каникулы. Перед этим он нас всех собрал, мой папа. Мы сходили на прекрасный пикник. Это был очень теплый день. В тот день, когда это произошло, я была у сестры. Она готовилась к защите диплома, и я проводила с ней очень много времени, помогала ей. И ей позвонила мама и сказала то, что произошло. Он попал в больницу, а мама ничего не сказала нам. И позвонила только тогда, когда это произошло. В принципе, у него не было проблем со здоровьем, но что-то пошло не так из-за стрессовой работы, возможно. Ну, так и есть. У него разорвалась аорта, и он так скоропостижно покинул нас. Вообще, это был очень стрессовый период. Я помню, как я сидела в универе сестры и плакала, и там еще была собачка ее преподавателя, научного руководителя. Я обнимала ее и не могла поверить в это. На завтрашний день мы там уже все готовились к похоронам. Я помню, как мы приехали в дом родителей. Это был солнечный день, тепло, лето, но дома было так холодно и пусто, как будто бы все краски, они угасли, как будто бы, не знаю, все стало не так, как было. Я помню, увидела его в гробу и прям не могла поверить в это. Я не могла поверить в это, не могла принять тот факт, что его уже нет, практически до сих пор. И только сейчас, вот прошло уже там 7 лет, я только-только начинаю понимать, что его уже нет. Я самая младшая в семье, и я вообще, по сути, была папиной дочкой. Он выполнял все мои прихоти, он безумно любил меня, и я безумно его любила. И люблю. Но перед тем, как он умер, у нас отношения как-то не слаживались. Мы не очень хорошо общались, он слишком много работал. Я требовала внимания, которого он не мог дать мне. И у нас были личные придирки, когда я его не очень понимала, обвиняла его в чем-то. И я помню тот момент, когда мы в последний раз общались. Он сидел и общался по телефону, говорил про какие-то дела, а я вот так вот облокотилась об него, типа сзади, на спину, пыталась привлечь его внимание, поговорить о чем-то, спросить что-то. Но он не отвечал мне, ну, потому что он был занят. И я так обиделась на него. Я сидела в машине перед тем, как уехать, и подумала, что я не очень хорошо попрощалась с папой. Это было очень странно, я запомнила этот момент. И когда узнала, что его больше нет, и то, что я больше с ним не поговорю, у меня осталось столько вопросов к нему, которые я не задала. И это меня очень сильно огорчает. Я потеряла близкого человека. Это мама моего бывшего мужа. Но просто свекровь ее назвать как-то так язык не поворачивается, потому что я, хотя с ней была знакома всего лишь 4 года, за эти 4 года она мне стала очень родным человеком. Вот именно Марзия Рахимовна, ну вот она сама такой человек. Классный. Ой, не могу, короче. Блин, вот это надо будет убрать. Во-первых, она супер, ну вообще как человек очень хороший. Просто как человек. Она была главным бухгалтером, и как руководитель тоже всегда весь коллектив о ней очень хорошо отзывался. Они вместе с мужем воспитали 3 детей, всем дали образование. Ну, старались как могли, да. Было видно, что они всегда помогают тем, кому нужна помощь. Кроме этого, она и дома была, ну, все успевала. Вот если есть в мире идеальные люди, то вот она. Ей было всего лишь 60 лет, то есть ей еще жить да жить. Но вот резко
очень резко весной она заболела. Сначала это выглядело просто как ОРВИ, как грипп. Как раз тогда была эпидемия гриппа. У меня переболели мои малыши со страшной температурой по 2-3 дня. Потом у меня еще, я тоже сама переболела. Но нам стало получше, а ей лучше не становилось. Получилось, что в итоге инфекция пошла дальше, и из-за менингита она ушла очень быстро, за считанные буквально дни. Когда вот сказали менингит, я уже начала паниковать, а все вокруг такие спокойные были. Все, мы договорились, все лучшие врачи и так далее. А я вообще там паникую, всем пишу, как быть, что-то надо делать срочно. А все такие спокойные. Не знаю, наверное, так надо было. Каждый делал как мог, а у меня как будто я вообще ничем помочь не могу, но при этом я уже понимаю, что уже все, как будто бы, да? Всю материнскую любовь я благодарна очень сильно моим бабушке с дедушкой и моей родной тете. И вся любовь передавалась, конечно, от них нам с братиком, да, и получается, мы очень им благодарны. Благодаря этому, мы быстро пережили смерть мамы, можно так, грубо говоря, да, но все равно у нас очень много фотографий семейных, поэтому мы все равно очень часто смотрим фотки, и всегда грустим, вспоминаем. Мы каждый год ездим на могилки к нашим родным, да, к моей маме, и там еще у нас похоронены также наши 2 прабабушки, и мы там очищаем их территорию, да, и ставим покушать, получается, конфетки и так далее, и постоянно покупаем цветы. И мне бабушка всегда говорит, твоей маме такие цветы нравились. То есть я ее постоянно с каждым разом, когда общаюсь с людьми, с которыми она была знакома, с которыми она дружила, я ее сильнее узнаю. То есть я за 8 лет, конечно, ты не полностью узнаешь человека. Благодаря бабушке с дедушкой они тоже рассказывали, да, как в школу ходила, чему училась и так далее. И моя мама очень красиво рисовала. То есть я помню, как мы рисовали на стенах нашего дома, да, и всегда жестко грустила, плакала, когда приходила в тот дом, потому что у нас была картина, которую мы с ней не дорисовали и так далее. То есть это тоже все очень осталось в голове. Я очень-очень быстро забыла ее голос. Я на фотках всегда ее видела, жестко плакала всегда. Бабушка тоже всегда плачет, когда вспоминает. И всегда помнится фраза, что родители не должны видеть смерти своих детей. Вот. Мы потеряли отца и переживали это сами в одиночку, каждый по-своему. Мы не говорили о нем, потому что нам всем было очень больно. И только сейчас мы пытаемся как-то воссоединиться, принять тот факт, что его нет. Я обращалась к психологу, и сейчас тоже прорабатываю этот момент. До сих пор получается. И я понимаю, что его уже нет. Пытаюсь это принять. И частично уже приняла. Я очень боюсь смерти теперь. Мне постоянно кажется, что кто-то меня покинет, что каждый человек, который пришел в мою жизнь или есть и был, он может умереть, может что-то произойти. И эта мысль, она так сбивает жизни самой, не дает прочувствовать жизнь только с хорошей стороны. Потому что постоянно думаешь, что ты можешь потерять этого человека. Как пережила? Нету такого, что все равно, когда вспоминаешь, больно. Со стороны казалось, что я все равно не родной человек. Тебя поддерживали только родных. Но оказывается, надо понимать, что поддержка очень нужна. Я не знаю. Вот такой прекрасный человек был в моей жизни. И вообще несправедливо, конечно. Ладно, наверное, надо. Надо быть человеком, который осознает происходящее событие, да, не воображать что-то такое, то, что человека не стало, и твоя жизнь на этом заканчивается, потому что все равно
надо двигаться дальше, и у тебя вокруг тебя есть люди, которые тебя любят, оберегают, и ты им нужен. Ты человек, который сам можешь сделать свою жизнь. Человека не станет твоего родного, конечно, это всегда будет с тобой, потому что ты всегда будешь вспоминать, грустить по этому человеку, и его не будет хватать, но все равно вот благодаря, ну вот человека не станет, но ты все равно будешь носить тепло того человека, который тебя любил, и ты его любишь, да, до сих пор. Благодаря этому тебя, наоборот, это будет подталкивать к тому, что вот мама бы хотела, либо кто умер, да, хотел бы, чтобы ты достиг вот таких высот, и он бы радовался. Вот, но я каждый раз вспоминаю то, что для меня она всегда остается примером, то, что она была таким активным человеком, и таким образом ты переживаешь это и становишься таким, ну, сильным человеком, так сказать, да, и тебя все равно будут окружать сильные люди, поэтому надо идти вперед и жить. Не пытайтесь закрывать на это глаза и не переживайте смерть и вообще утрату в одиночку, потому что один человек значит многое для многих людей, для ваших родных тоже. И стоит об этом говорить, и говорить не только о нем хорошее, но и плохие качества тоже. И обсуждать это, что вы чувствуете, говорить открыто, не прятать его. Иногда хочется просто спрятать эти чувства и тот факт, что этот человек был в твоей жизни, в шкафчик, чтобы сохранить это как-то, чтобы это было именно твое. Но это не очень хорошо, это не есть хорошо. Скрывать свои чувства, переживания об утрате человека. Тем, кто теряет близких, надо понимать, что кроме того, что вот они потеряли близких, потеряли и близкого человека, и те, кто рядом с ними. То есть не только забыться, да, в своих переживаниях, воспоминаниях, постараться вместе как-то это пройти.